На базе Хатасской агрошколы работает сельскохозяйственное предприятие. К труду оно привлекает не только взрослых специалистов, но и детей. Для них тут все условия: бесплатное питание, 4-часовой рабочий день и даже соцпакет. А еще официальное оформление трудовой книжки, куда, как и полагается, будет вписан стаж работы. В каждый сезон у нас много желающих. Мы отбираем детей по категории, то есть первоначально у нас идут дети многодетные дети, малоимущие, дети СВО и так далее. Самое главное, что результат своего труда дети увидят уже осенью. Часть выращенных овощей будет подаваться в школьной столовой. Но дети здесь не только обеспечивают свою столовую свежими овощами, но и изготавливают такие вот сухпайки. Например, эта сублимированная уха доставляется даже бойцам специальной военной операции. Вот уж действительно такой труд можно назвать совместить приятное с полезным. И под приятным имеется в виду неплохая заработная плата. Например, 10-классник Максим Макаров уже знает, на что потратит свою будущую зарплату. Собираюсь, скорее всего, брекеты поставить. Брекеты сейчас дорогие все равно. Да и тем более получу 23-24 тысячи. Ну и потом сверху родители докинут. Просто как помощь. Парень признается, сидеть на шее у родителей он не хочет и планирует трудоустроиться и на следующий сезон. Да и работа здесь подростку нравится. Приобретенные садоводческие навыки точно пригодятся в будущем, уверен Максим. Все равно в будущем огород будет, вот там как раз эти навыки понадобятся. Такой должна быть летняя детская занятость в формате трудового воспитания, отмечают в Центре занятости населения Якутии. Никакой работы в промышленности, на заводах или в увеселительных заведениях. В списке запрещенных профессий для детей более 2000 специальностей. Дети в целом должны работать, где не требуется профессиональное образование. Да? Это благоустройство территории, в памятниках могут работать могут рабочими, подсобными рабочими, а также могут работать артистами, в спортивной деятельности могут работать и в органах культуры. Всего в этом году на детское летнее трудоустройство в Якутии выделено свыше 24 миллионов рублей. Работать дети смогут даже в оленеводческих хозяйствах. Кроме того, 29 мая состоится акция «Мое трудовое лето», в ходе которой дети встретятся с работодателями и пройдут профориентацию. Саргалана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск.